Здравствуйте, дорогие наши друзья и подписчики. Меня зовут Марина, я волонтер команды Лары Володиной по спасению якутских собак. 2 недели наша команда с тревогой следила за судьбой щенка Маси. Замерзающего щенка подкинули в подъезд. Добрая девушка Алина согрела и покормила его, но в квартиру взять не смогла из-за того, что отец страдал аллергией. Осталась наша Мася жить на лестничной площадке, где у нее было свое место, своя миска для еды и питья, свое спальное место. Мы увидели этот пост, созвонились и договорились с Алиной, что будем стараться как можно быстрее забрать малышку. В один из дней Алина написала очень тревожный пост, что одна из соседок категорически против, чтобы собачка находилась на лестнице. И вот в один из дней она просто выкинула маленькую Масю на улицу вечером. Мася плакала, сидела на крыльце, но не уходила оттуда, идти ей было некуда. Она это понимала, сидела и ждала у подъезда, когда вернется ее доброжелательница домой. А мы с нетерпением ждали тот день, когда появится возможность вывести Масеньку в Москву. И вот, наконец, этот день наступил. Мы это сделали. Очень благодарна Алине за то, что она смогла отстоять щенка и сохранила таким образом Масе жизнь. Большое ей человеческое спасибо от всей нашей команды, ну и от Маси, конечно. Так, вот сегодня у нас прилетели 4 шикарнейших животиношки. Позевает вот сладкий наш ребенок. Вот такой красопет. Хороший. Замерзающий был в сугробе. Вот он. Потом с Курнатовского вот приехала с круглыми ушками. Мученица. С августа мучилась. Живая. Каким-то чудом выжила. И вот такая вот добрая девчоночка. Моя ласточка. Моя солнышко из ППЖ, да? Из ППЖ вот с бирочкой. С бирочкой коровьей, ага. Хорошая. А сестренку твою попозже привезем, малышенька. Привезем обязательно. Потом ребенок из подъезда тоже выкинутый, которого выкидывали из подъезда. Ну вот добрая девушка нам его спасла. Передержала в подъезде, выгуливала. Вот 4 животинки, еще 4 души. Прилетели, безумно рада. Но это так мало, капля в море. Надо спасать и спасать. Где брать пассажиров? Вот она уже жирная стала. Хорошая, жирная собака. Лиса. Ой, лиса, лиса.
Всю шубу мне тут кончила. Так, а где тут у нас дружбаны? Дружбаны, ну-ка, покажитесь хоть чуть-чуть-то. Да покажи ты, ладно, ты, что ты. Ой, дружбаны. Этот вообще дружбан. Вообще конь. Ой, конь, а ты конь? И ты конь. Ну, глазки еще не открыли. Ой, какой конь. Ой, конь. Ну, хорошие коньки. Ой, какие хорошие. Ой, какие хорошие коники. Ой. Гладенькие, все намытые. И мама тоже. Ой, привет, ребятишки! Господи, какие они маленькие! Боже мой! Девочки, это кошмар! Мамочка, иди сюда, мамочка! Ой, божечки мои! Сейчас поедем, мои красавцы маленькие! Сейчас поедем! Идите ко мне, дети! Дети, ой, какие сладкие, ой, те мои маленькие, иди сюда скорей, иди сюда, беляшек. Вот так вот мы едем, вот такие вот красавцы все, сладкие мои, ой, мои хорошие. Поедем, сейчас поедем, мои хорошие, да, детки. Это зверюги на площади Ленина. Говорят, их только что сосисками покормили. Пока не очень кушать. Вот еще один тут такой прибился. Оба вот со значками. В тепло не идут. Хотел в травеллер завести, не идут. Нет, не хвастаюсь, просто показываю, как нужно делать. Пример показываю. И напоминаю еще, что наши друзья меньше ждут от нас помощи. Да, ребятки? Слушай, сейчас еще угощу. Люди, вы только посмотрите на этих собак. Это выпускники из ППЖ. Мороз минус 52. Посмотрите на этих собак. Какие же они терпеливые, благодарные, миролюбивые. Волонтеры привезли им сено там, где они приютились. Как же они были счастливы. Одна собака стала копать лунку в этом сене, чтобы погреться. Представляете, в соломе погреться. Чтобы прилечь в метель, в минус 50. Другая трется боками об это сено, не веря счастью, что может приложиться к соломинке. Третья собака, стоя на задних лапах, долго целовала человека, видя, что люди пришли с добром. Но некуда податься этим животным. Они проходят в Якутске все способы пыток. Единицы выживут. Ведь для этого их и выкинули из ППЖ, чтоб замерзли сами. Помучившись 1-2 недели, в зависимости от того, сколько шерсти на той или иной собаке. Ведь среди них много и гладкошерстных, у которых нет подшерстка. И так, промучившись 1-2 недели, после всех пыток холодом, голодом, страхом, собаки исчезают.
Но мы знаем, их нет в живых. Умерли, погибли, добили. Тогда выкидывают новую партию из того же пункта передержки. И также на смерть. Они смертники. Как же я хочу спасти этих умных, терпеливых, благодарных собак.